Мы продолжаем нашу лекцию на тему социального поведения человека и поговорим о том, что движет человеческими поступками. Разум дает нам возможность бесконечно варьировать поведение. Следствием этого является и то, что мы способны подавлять инстинкты. Люди часто презирают и инстинкт размножения, пример монашества, и самосохранения, солдаты, самоубийцы, экстремалы, ради того, что они сочли, возможно ошибочно, необходимым. Подавление инстинкта для совершения сознательного действия принципиально отличается от рефлекторного поведения. Сознательное действие мы называем поступком. Разум дает нам возможность бесконечно варьировать поведение. Следствием этого является и то, что мы способны подавлять инстинкты. Люди часто презирают и инстинкт размножения, пример монашества, и даже инстинкт самосохранения. Солдаты, самоубийцы, экстремалы. И все это ради того, что они сочли, возможно ошибочно, необходимым. Подавление инстинкта для совершения сознательного действия принципиально отличается от рефлекторного поведения. Осознанное действие мы называем поступком. Разум посредством воли, соединенной с действием, рождает поступок. Но если мы подавляем наши инстинкты, включая социальные, как сохраняются людские коллективы? Ведь если выключить социальные инстинкты муравья, он не станет собирать еду, строить муравейник, зачищать личинки и вообще перестанет быть членом муравьиного сообщества. Он просто погибнет, не оставив потомства. А если инстинкт выключить у всех муравьев семьи, то семья распадется мгновенно. Если мы увеличим масштаб такого бедствия до размеров вида, то сразу получим вымирание всех муравьев на планете. Ничего подобного не происходит с человечеством. Почему? Потому что подавление наших социальных инстинктов не означает их уничтожение. Они не выключаются. Социальные инстинкты не исчезают. Они сохраняются в виде мотиваторов поведения, движущих сил, которые подталкивают нас в определенном направлении. Мы свободны в выборе форм поведения, но почти не имеем свободы в выборе мотивов. Мы все еще хотим быть сытыми, иметь детей, принадлежать группе, общаться с другими людьми. Инстинкты влияют на наше поведение через эмоции. Нам грустно без друзей, нам страшно в одиночестве. Мы гордимся достижениями соотечественников. Посмотрите на фанатов футбольных матчей. Социальные инстинкты императивно, безусловно, велят нам быть членом группы, а значит и строить социальные отношения. Вопрос заключается лишь в том, как именно это делать, если способов поведения у нас бесконечное количество. Свобода – трудная вещь. Как поступать, если у нас есть выбор? Хорошо пчелам. Их формы поведения заданы инстинктами. Они не способны их менять, у них нет выбора. В случае изменения окружающей среды они не приспособят свое поведение, не начнут строить паровое отопление и не засеют поля пшеницей, никогда не полетят на Луну. Но их коллективы целостны и устойчивы. У людей есть личный выбор. Но если не будет существовать устойчивых форм социального поведения человека, наши коллективы будут хаотичными и неустойчивыми. Бесконечное количество произвольных личных решений приведет к бесконечному количеству форм социального поведения. Мы не будем способны к координации действий, к объединению усилий. Я специально сказал коллективы, потому что такое собрание людей невозможно именовать обществом. Мы станем разумными, но очень уязвимыми, одинокими и несчастными, голыми, слабыми обезьянами. Наш разумный потенциал останется без реализации. Даже самый умный человек не способен в одиночку построить большой адронный коллайдер. Инстинкты влекут нас к друг другу,
стремясь собрать нас в единый коллектив. Разум рождает нашу индивидуальность, которую нужно охранять, что разрывает целостность коллектива противопоставлением понятий «я» и «мы». И только социальные институты способны примирять эти две противоречивые силы, предоставляя ограниченное количество осознанных выборов. Мы продолжим обсуждать мотиваторы социального поведения человека чуть позже.